Меня беспокоит прежде всего предстоящий конгресс Северного форума. Сумеем ли мы добиться, что руководство Северного форума примет ли нашу програмmu prioriteetne. Niin, häntä ennen kaikkea kiinnostaa se, että hyväksyykö nyt tämä Northern Forum, tämä heidän ohjelmansa. Дмитрию Иннокентьевичу Сыроватскому, почетному гражданину Булунского района, доктору экономических наук, академику Академии наук Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику сельского хозяйства республики, лауреату государственной премии Республики Саха-Якутия имени Василия Михайловича Кладкина в области оленеводства, награжденного медалью Петра Капицы за заслуги в области науки 27 сентября 2021 года исполнилось бы 90 лет. Он родился в 1931 году в Верхоянском районе Якутской АССР в семье Саха. Прежде всего, надо сказать, что Сыроватский Дмитрий Иннокентьевич был крупным ученым в области экономики оленеводства и организации труда, также по оплате труда. Это был капитальный ученый. Видимо, его надо сравнить в оленеводстве такой же человек, как Кабышев в коневодстве. И мы должны, как говорится, в юбилейный его год дать должное и ознакомиться с его трудами. Нам надо ознакомиться с его трудами, с его хронометражом, как он в оленеводстве сумел хронометраж провести. Сейчас в коневодстве надо провести хронометраж тоже. Переходное время он сделал для оленеводства очень много. Мы сейчас начинаем только это понимать. 536-е постановление правительства, которое так и называлось об оплате труда и материальном стимулировании работников, занятых в оленеводстве. Это 24 октября 2002 года. Вот это легло в основу, и с этого времени надо сказать, что наше оленеводство начало стабилизироваться. И вот это, оно, надо сказать, спасло наше оленеводство. Это он первый изгородное оленеводство предлагал внедрить. Мы его переняли, потом его модернизировали и большими усилиями с помощью студентов сельхозакадемии, преподавателей и ученых, и производственников постарались внедрить более шире. Он муж Сыроватской, вот, которая работала у нас в звероводстве в Холбасе, тоже известный человек. Я практику как-то проходил, у нее материалы брал в Холбасе, работал. Это, кажется, его супруга. Семья очень интересная, и он сам интересный человек, и он о себе не рассказывал. Он о себе не рассказывал. И мать, они поженились в Верховне. Мама родилась в 1905 году, а отец у нас родился в 1898 году. Вот они после женитьбы решили, перекочевали, ехали по всей, с деревни на деревню, со своими коровами, прочими, где на плотах, где на лошадях, где на оленях. И вот они с Дулгалаха Хаянского доехали, вот, перемещаясь с поселка на поселок, с наслега на наслег, Варгонский наслег Булунского района. Село Намы. Отец был мастером на все руки, плотничал, столярничал. Мама была дояркой. Потом в колхозе она стала знаменитой дояркой. Ее брали депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Есть старшие братья. Самая старшая Пелагея, потом Петр, Дима. И все троем в школу одновременно. Трое. Ну, они все уже в возрасте были.
Самый младший из них это Дима. И отучились, 7 классов покончили. И на семейном совете советовались и решили, что это самые старшие останутся работать в колхозе, а Дима пойдет дальше учиться. Дима, вот после такого его совещания семейного, Дима поехал учиться в Печур, в среднюю школу. У нас была 7-летка школа на среде. Помню одно, что мои старшие братья четвером, вот, Петр, Дима, Никанор и Василий, ходили на охоту и приходили, ну, с добычей, богатой добычей, да. Я совсем малыш, это все это кое-как запомнил и очень завидовал, что у них вот такой коллектив. После школы он поехал в институт и, отучившись, приехал в свой родной район. Естественно, Дима, как говорят, поехал учиться за всех, можно сказать, да, за старших, за Пелагея, за Петра. Учился, как говорят по-русски, из-за того парня, понимаете, да? Учился, естественно, он очень прилежно. В его работе самый большой вклад, конечно, и помощь оказала жена, супруга его Наталья Владимировна. Вот без нее он бы столько лет и даже физически не прожил, понимаешь? Это мы очень глубоко ценим и это самое, очень благодарны невестке нашей Наталье Владимировне. Дети его достойны. И дочка, и сын по работоспособности, по взгляду на жизнь, они не отстали от своего отца. Дмитрий Иннокентьевич Сыроватский, доктор экономических наук, он всю жизнь проработал на севере ради самой главной северной отрасли оленеводства. Еще в 1952 году он совершенно случайно попал в Ленинградский сельскохозяйственный институт. Уроженец он Булунского района, окончил Кисюрскую среднюю школу и очень долго на барже плыл до города Якутска, чтобы поступить в какой-нибудь центральный вуз. Но вот пока он плыл, экзамены уже кончились. И хотел он поступить в какой-нибудь технический вуз, потому что хорошо очень шла у него математика и физика. А экзамены во все центральные вузы, в том числе в геологический, куда он мечтал, уже кончились. И остались только места в Ленинградский сельскохозяйственный институт. И пришлось ему ехать и поступить в Ленинградский сельскохозяйственный институт. Но так как он уроженец самого северного нашего района, Булунского, и в поселке, где он прошло его детство, Барагон Булунского района, было очень развито оленеводство, он поступил на зоотехнический факультет со специализацией «Северное оленеводство». И это был последний курс, который организовали в Ленинградском сельскохозяйственном институте. Так, в 1957 году он и окончил со званием ученый-зоотехник по оленеводству. И, конечно, республика сразу послала его в родной район, назначили его зоотехником районного управления, проработал 3 года, а так как это молодой специалист, и он уже был
кандидатом в члены КПСС. Его и кончил он, кстати, параллельно с Ленинградским институтом, он кончил институт марксизма-ленинизма, потому что был очень идейно настроенный. Вообще он был удивительно с молоду, очень идейно настроенный. Он знал, для чего он учится и что он будет делать в дальнейшем. И вот это сыграло с ним интересную историю. Его через 3 месяца после работы в сельхозуправлении выдвигают в райкомол на первого секретаря райкома комсомола. И 2 года он был первым секретарем райкомола Булунского района. А через 2 года я окончила институт, приехала, мы поженились, и встал вопрос, что делать дальше 2 специалистам. Мы учились на одном факультете, я на 2 года позже. И, естественно, мы дружили, любили. Сыроватский, когда кончил, я предложила, поеду, я тоже с тобой. Он сказал, нет, там на севере не специалисты, не нужны. Куда ты там нужна будешь, доучивайся. И после этого я вернусь, и мы поженимся. Так оно случилось. Он приехал. Вернее, мне даже не хотели давать направление сюда. И вот я однажды узнала уже, когда я была на 5-м курсе, а меня должны были распределить в Псковскую область. Я пошла на землячество. В это время как раз приехал первый секретарь обкома Кычкин тогда. Я поднялась к нему на трибуну и сказала, Сыроватского знаете, он у вас первый секретарь Булунского района? Знаю, это мой жених. А мне не дают направления к вам. Он говорит, будет сделано. И через 2 недели пришел вызов. И поэтому я сюда приехала на законных основаниях. У него жена очень хорошая, Наталья Владимировна Сыроватская. Она с нами тоже вместе работала. То, что он на компьютере делал, таблицы Excel и все вот эти печатания, вот эта вся работа проходила через Наталью Владимировну. И мы, когда вот с ним работали, общались тоже и с его женой. И заметили, мы у него часто дома бывали по работе, и чайку попьем, и разговариваем. И вот замечаем, да, от якутской семьи у Сыроватских отличается семейные отношения, жены и мужа, да, как бы совсем другое отношение у них. Вот как жена уважает мужа, как она боготворит вот мужчину, хозяина вот этой семьи, это мы видели. Она как бережно относилась к ней. Дмитрий Никентьевич то же самое. Вот каким-то образом они, наверное, нам подавали какие-то уроки вот семейной жизни, отношения мужчины и женщины. Вот в этом плане они очень интересная и хорошая семейная пара были. Сыроватского забирали сюда, в Якутск, в обком комсомола. Но мне пришлось поставить ультиматум. Либо мы едем в сельское хозяйство, потому что мы оба специалисты по сельскому хозяйству, либо я вообще уезжаю обратно домой одна. Я победила. И в результате мы вместе с Сыроватским поехали в самый отсталый, в самый тяжелый и маленький колхоз этого района, колхоз имени Крупский. Это было отчаянное хозяйство, потому что в 60-м году поселок, который был удаленный, он был на левом берегу реки Оленек, очень маленький колхоз, всего 22 двора. Но там было развито оленеводство. Туда по ошибке в том году не попала баржа с северным завозом. То есть поселок остался без продуктов. И поэтому жители очень тяжело переживали. Вообще было отчаянное положение в колхозе. Вот в такой колхоз мы попали. И 1,5 года Сыроватский очень много трудился и очень много сделал для того, чтобы поселок
немножко возродить, чтобы люди поверили, что производство может, колхоз может существовать, и производство работает. Там исторически первый раз появилось электричество, организовали. Первый раз пришел первый трактор, который помогал замерзающему поселку готовить дрова. Там не было даже радио. И Дмитрий Иннокентьевич каждое утро, рано утром бегал 3 километра на метеостанцию, слушал последние известия, а потом вечером перед кино докладывал последние известия. Но несмотря на такую тяжелую, вообще трудную жизнь в этом поселке, там очень было интересно. Работала звероферма, было несколько коров, было свое молоко для маленьких детей. Устроили баню, Вообще жизнь была в этом поселке целую зиму, была очень интересной. И никто не переживал, и, в общем, как-то настроение было у всех людей хорошее. И меня тогда поражало, что летом весь колхоз, включая бывшего снятого перед нами председателя колхоза, на носилках таскали кирпичи, чтобы построить печку в новоотстроенном здании, деревянном здании медпункта, по-моему, так. Медпункт первый еще были построены. Там других отраслей не было. Я начала специализироваться по клеточному звероводству. И доспециализировалась до того, что в конечном счете я уже последнее мое место работы — Министерство сельского хозяйства Якутское, главный зоотехник по звероводству всей отрасли. Это был замечательный период, когда я попала уже после научного исследовательского института, а в научно-исследовательском в Норильске я тоже работала в науке, научным сотрудником. Вот. Но в 1961 году постановлением правительства все северные колхозы были преобразованы в совхозы. И Сыроватского, как специалиста с высшим образованием, отправили в Приморский совхоз, в поселок Найба, для того, чтобы организовать новый совхоз Приморский. Туда входил поселок Барагон, все колхозы, которые относились к Барагону, и поселок Харулах. Вот там еще самый трудный период организации совхоза. Это перспективные планы, набор, поиск специалистов. Это все пережили. Через год или через полтора Сыроватского переводят в новый совхоз в Чекурдах совхоз Алаиховский. Это вообще очень большое, огромное хозяйство было. По-моему, 7 отделений, весь район один совхоз. Там было не только 22 тысячи оленей в 4 поселках. Там было большие рыбные участки. Туда же относилось знаменитое Русское устье, где очень развито было охотничье хозяйство и, главное, рыбалка. Очень большой объем был рыбодобычи. 2 большие или 3 большие даже зверофермы в то время. И вот там действительно он приобрел огромный опыт хозяйственника, потому что время было трудное. Это время было, когда правительство Советского Союза во главе с Хрущевым без конца преобразовывало наше управление сельским хозяйством. То были управления межрайонные в МОМе, куда приходилось. Потом, перевели эти управления
в Усть-Неру мы относились к Усть-Нере, и часто очень, это было для производственников, вообще говоря, мучительный период, потому что очень быстро не успевали привыкать к одним условиям работы, как они снова менялись, и приходилось снова перестраиваться. Очень трудно было с зарплатами, очень трудно было в то время со снабжением, оленеводства. Короче говоря, вот все это, вся вот эта работа, весь этот период, по-моему, он пошел на очень большую пользу Сыроватскому, потому что он неоценимый опыт приобрел хозяйственника, хорошего крепкого хозяйственника. Ну, а после была небольшая размолвка с районным комитетом партии. Сыроватский выступил против переноса одного поселка в другой для того, чтобы сохранить оленеводческие стада ближе к пастбищам. Он не победил, его по этому поводу сняли с директоров, и пришлось переезжать в Якутск. Но в Якутске вот тут, поскольку он уже приобрел большой хозяйственный опыт, его сразу пригласили на работу в Госплан. И там он возглавлял отдел материально-технического снабжения. Все-таки он всегда мечтал заниматься оленеводством, поскольку он прошел вот и в колхозе, и в совхозе, он очень плотно занимался оленеводством, он понял, что здесь существует масса страшных проблем. Оленеводы находятся в тяжелейших условиях климатических, природных, и очень много трудятся за очень низкую плату. Оленеводство в то время было прибыльным, но прибыль эта достигалась тем, что оленеводы кочевали вместе с семьями, очень мало зарабатывали. До середины 80-х годов оленеводство крайнего севера России было одним из передовых в мировом масштабе. Однако вопросы организации и экономики оленеводческого производства исследовались недостаточно, и было мало научной и учебно-методической литературы, посвященной этой проблеме. Труды Дмитрия Сыроватского послужили мощным импульсом для дальнейшего изучения данных вопросов. Был создан один большой совхоз Героя Хлопкова, имени Героя Хлопкова. Оленеводческий колхоз «Победа», который находился в 300 километрах от Зырянки отдельный, он был очень крепкий, и возглавлял его там молодой специалист Кладкин. Замминистра Марк Романович Яковлев, который перед этим тоже был председателем колхоза в этом районе, он понимал, что для того, чтобы развивалось оленеводство, надо создать, наверное, надо отделить это оленеводство, отделение с оленеводством, создать одно другое хозяйство, специализированное оленеводческое, потому что в отличие от животноводства других отделений этого совхоза, оленеводство было прибыльным. В то время оно было очень прибыльным. Вообще это было очень крепкое хозяйство. Но дело в том, что прибыль-то шла на погашение убытков животноводческих. А животноводство у нас в республике традиционно всегда убыточно. И поэтому в 1976 году он дал задание и месячную командировку Сыроватскому на то, чтобы обследовать район, где занимаются оленеводством колхоза «Победа», и составить перспективный план. И вот они целый месяц с Василием Михайловичем Кладкиным, где на вертолете, где верхом на оленях, а где пешком, они обследовали все
по-моему, там 11 бригад оленеводческих, пастбищное хозяйство. Они обследовали пастбищные территории, территорию, где можно устроить основания где можно устроить центральную усадьбу, и составили большую развернутую записку. Но в районе комитет партии тогда эту идею не поддержали. Вот я весной переезжаю, олени стоят около оленей, земля черная. Я в собрании в клубе говорю: ребята, я мимо вашей стады ехал, 2 километрах видел куропатку на вашей пастбище зимой. Дразню. Ну, куропатку, конечно, не увидишь, но они так выкопали, что земля почернела. Я говорю: когда что эта земля броская, больше не возвращайтесь этой земли. Никогда он вам не нужен. Почему так перекапываете, уничтожаете все? Старики говорят: это наш гость. Не знаем, какой оленевод, но он, говорят, правильно говорит. Ребята, говорит, надо стадом управлять, чтобы не уничтожать собственные пастбища. Это же ваши быками же используете. Мы тогда даже обсуждали это как-то, потому что они говорили втроем: секретарь райкома Кладкин и замминистра Яковлев, Сыроватский, доказывают друг другу, что надо организовывать, да, а комитет партии был против, и даже высказал: только дураку понятно, что оленеводство не нужно отделять. И тогда Сыроватский сказал: ну, время покажет, кто дурак круглый, а кто овальный. Время показало, что овальные победили, потому что правда, понадобилось 6 лет на то, чтобы пройти все инстанции здесь, в республике, через Совет министров, через Министерство сельского хозяйства. И, наконец, через 6 лет только был организован этот совхоз знаменитый, который в результате потом Кладкин довел до высочайшего, по-моему, оленеводческого уровня. Он считался лучшим оленеводческим хозяйством России в свое время. Да? Василий Михайлович, благодаря вот этим показателям, этому состоянию оленеводства, сумел высоко поднять уровень социального развития поселка. Действительно построили удивительный поселок, полностью оборудованный, удобный для жилья, и много сделали, потому что там национальное население венское. Давай, bu bileti balahanya şuraya dehti. Tuva merak olan halın sebeni okuttakayım bak. Bali istimenne biri ulağa taksıken berdi mesela. Hı? Ver. Andı var. Verin mi? Verin. Hadi sağda yakasa kıvıtadın. Abgı heyte batırdı. Onun birinden balahanya hıddak kıtanı hattı. O kıtanağın bu hıddan bileyim anlık bolla men burasından cahil verip bakayım hep ya. Tavaris Asya'nın manlık aliyedilim. Bu kahasını haberge tavaris andruhab köşkünü kaldırımın hep de vaputta. Manlık tuvaca hadda bu tumatın bilir ki ona bollana en mani yerden haberiyattakım usta. Ну вот последнее обоснование, и последнее обоснование этого поселка уже пришлось из колхоза Тампонский, оленеводческого, пришлось на тот период, когда Сыроватский все-таки решился и уехал в Норильск, в научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера, и поступил в заочную аспирантуру по теме организация экономика, совершенствование организации экономики оленеводства. И в этот период он занимался не только оленеводством нашей республики, но и получил возможность
обследовать оленеводство всего российского севера. Но все ученые, приехавшие, они действительно занимались только вот частными вопросами оленеводства. И никто никогда не рассматривал эту отрасль с точки зрения труда. Никогда не изучались условия, в каких условиях трудятся оленеводы, какое количество затрат они, какое количество трудовых затрат они тратят на то, чтобы производить вот эту оленину, на то, чтобы ухаживать, в каких условиях они живут. Поэтому все это было в очень зачаточном состоянии. А Сыроватский, который уже поработал непосредственно в производстве, у которого был опыт накоплен, его прежде всего интересовали сами оленеводы. Поэтому он начал изучать труд оленеводов и условия, в которых они работают. Но не существовало тогда еще методик. Да и сторонников даже в институте у него было просто, откровенно говоря, мало. И с больной почкой, со страшными приступами он все-таки отправился в экспедицию. Ему помог очень опыт хозяйственника. Он приезжал в хозяйство, в которое он хотел обследовать оленеводческую бригаду, одну или две. Он договаривался с директором о том, что он поможет составить перспективный план этому хозяйству, а за это директор на неделю дает ему своих помощников, специалистов младших, и они вместе за счет совхозного, своей зарплаты выезжают в бригаду и помогают Сыроватскому делать хронометраж. Ведь он не просто изучал и описывал всю бригаду, состояние бригады, как она снабжена, кто и как ее, как организован труд, как организован технологический процесс в этой бригаде в этот период года. Но и он организовал хронометраж, то есть его помощники и он сам в течение 3 суток, в течение буквально 20, каждый день 24 часа записывали за каждым членом бригады все их действия. Когда ложились спать, когда вставали, какие операции делали, сколько часов и минут это продолжалось, каждая операция, сколько тратили на то, чтобы оленей поймать, оленей запрячь, оленей там поехать до стада, как они организовывали весь производственный свой процесс, как работают чумработницы в чуме, какие операции они выполняют. Из заключения докторской диссертации Дмитрия Иннокентьевича Сыроватского. Северное оленеводство представляет особый вид жизнедеятельности человека на севере, который связан с традиционным природопользованием и обладает устойчивостью в этих условиях. Уровень развития отрасли определяется природно-климатическими условиями, количеством и качеством ежедневного труда оленеводческой бригады по обеспечению круглосуточной, круглогодичной охраны и управляемого выпаса стада при своевременном выполнении обязательных зооветеринарных мероприятий. Нахождение оленеводов в условиях кочующей бригады является не бытовым, а производственно-бытовым кочеванием, то есть постоянным нахождением на рабочем месте. Поэтому с позиции экономической науки в производство включается неспецифичный фактор социально-бытовой инфраструктуры. В целях дальнейшего совершенствования условий и организации труда и быта оленеводов предлагается система мероприятий, приоритетными из которых становятся внедрение стандарта, охрана и управляемый выпас стада домашних северных оленей. Семьям оленеводов, ведущих кочевой образ жизни,
Государственная поддержка должна выдаваться с учетом количества иждивенцев, чтобы общий объем дохода обеспечивал прожиточный минимум для всех членов семьи оленевода. В целях обеспечения оленеводства квалифицированными кадрами необходимо поднять престижность труда оленевода, сделав его самым уважаемым и высокооплачиваемым работником на селе. Один час без человека не оставляю. Постоянно, круглый год, пурга, хорошая погода, лето, зима, любую. Вот, даже вот если какой-то большой праздник получается, чей-то очередь, вот сегодня его очередь, он пойдет в стадо, пока товарищи не погуляют, не отдохнут. Потом следующий праздник другого очередь, и тот, как миленький, идет охранять стадо. То есть ни на один час, ни на полчаса не оставляет стадо. Пока пастух второй не перейдет, дежурный не уходит. Или подгоняет на стоянку, чтобы поменять пастухами. Вот такой у них порядок. Только в результате этого они сами говорят, от того, что мы стадо бережем как собственную жизнь, потому что олень это доход, олень это одежда, олень это питание. Вот. Но у них другое есть. У них очень много личных оленей. Половина с 400 тысяч оленей 200 личные. Вот. Но они не кричат, что я личных берегу, общественных не берегу, они не кричат. Все олени держат в одном стаде, берегут все стада. Почти за 8 месяцев он почти объехал от Мурманска, последовательно от Мурманска до Чукотки. Исправить эту почку оказалось, что ему надо ее удалять через месяц. Через месяц, повторилось, ему ампутировали, он лег в больницу буквально на год с лишним. Он первую свою кандидатскую диссертацию фактически писал в больничной палате. В больничной палате я приходила, то, что он писал, забирала, печатала, тогда еще на машинке печатала, приносила на утро. Он правил, я снова перепечатывала. Вот так он основную свою работу писал на больничной койке. Его спас наш друг, тогда Тамут Диадорович Сивцев. Он был постпредом в Москве. И когда мы узнали, что наконец появилось лекарство, которое действует против этой страшной инфекции, он достал фактически через Кремлевскую клинику, достал 2 флакона этого лекарства, опытного лекарства, переслал в Норильск, и Сыроватский был спасен. А вот в результате своих исследований Сыроватский выяснил, что в среднем по России, по всем периодам, чумработницы работают больше всех. Средняя продолжительность рабочего дня у них составляла 18,5 часов. При минимальной зарплате, а то и без зарплаты. Он всю жизнь доказывал, что чумработниц надо приравнивать по статусу к оленеводам, потому что они очень много работают. Им надо платить, конечно, гораздо больше. Сыроватский пришел к мысли, что надо прежде всего заняться правила техники труда, правила техники безопасности отправили на рецензию в Магаданский институт. Магаданский институт страшно обрадовался, приписал еще 2 главы и присвоил себе, своему институту, авторство. Ну, неважно даже, что это авторство пошло. Главное, что его при помощи Магаданского института довели до российских органов государственных. Это было утверждено министерством и профсоюзом, и с тех пор в оленеводстве есть правила техники безопасности. А вот правила техники безопасности, они являются теперь законом. И часто очень наши даже оленеводы говорят, вот у нас есть закон, нам положено теперь спецодежда, нам положен определенный набор там безопасности, средств безопасности, и нам положено 2 человека. Нам положено теперь
выходить на охрану оленеводческой бригады, выходить по 2 человека. А по 2 человека это значит, надо увеличивать бригаду. Вот дальнейшие все усилия Сыроватского были направлены на то, чтобы узаконить вот этот пункт. Оленеводы должны иметь возможность отдыхать в бригаде, иметь свое личное время, кроме того, что они работают. Дмитрий Иннокентьевич Сыроватский являлся заведующим лабораторией оленеводства Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства с 2011 года и работал в институте до 2014 года. За время работы в институте им были подготовлены такие значительные работы по развитию северного домашнего оленеводства, основы, да, вот научные основы развития оленеводства. Это такие работы, как охрана и управляемый выпас северных домашних оленей, значит, организационно-технологическая карта, системы стадного содержания домашних оленей. Затем, значит, это методические рекомендации по расчету пастбищ в таежной и горно-таежной зоне для северных домашних оленей. Также им были разработаны это правила и охрана труда в оленеводстве, да, что имеет немаловажное значение, да, в работе оленеводов. Ну и, конечно, это его методические рекомендации, это аттестация рабочих мест и организация работы бригады в оленеводстве. Вот. Да, ну и самое, конечно, хорошее это его учебное пособие, это организация и экономика оленеводческого производства. Вот, да, основной такой труд. Ну и кроме того, у нас Сыроватский Дмитрий Иннокентьевич, вот он все время ратовал за то, чтобы им вот когда были принят стандарт, да, вот в работе оленеводческой бригады, он там именно настоял на том, чтобы в бригаде работала, бригада состояла, вернее, из 13 человек, да. То есть в его составе должны были находиться это бригадир, раз, значит, зоотехник, ветеринарный врач, чумработницы и оленеводы-пастухи. Дмитрий Иннокентьевич был очень предан своему делу, именно работал, да, он до последних всегда заходил ко мне и говорил, что оленеводство будет развиваться только в том случае, если будет именно управляемый выпас и охрана. Без охраны стада не сохранить. И он всегда хотел, чтобы был именно охраняемый круглосуточная охрана. В 90-х годах в результате разукрупнения вот оленеводческих хозяйств у нас поголовье оленей катастрофически сократилось, да, это, если советское, ну, самое благополучное время в 90-х годах, в начале 90-х годов поголовье составляло 375-380 тысяч голов, то к 2001 году, 2002 году, да, 2003 году поголовье уже составляло всего 135-137 тысяч голов. Да. Благодаря вот этим вот именно научным работам Дмитрия Иннокентьевича и внедрению его методических пособий, да, вот, поголовье, и благодаря его участию в разработке нормативно-правовых, да, документов там, именно поголовье оленей начало увеличиваться. И в 2012 году, значит, поголовье оленей уже в республике составляло 204 тысячи голов. Вклад Дмитрия Иннокентьевича, да, как заведующего лабораторией, как ведущего научного специалиста в области домашнего оленеводства является огромным в сохранении именно традиционного образа жизни оленеводов. Также он является вот новатором, да, потому что именно вот изгородное содержание оленей, да, вот расчет пастбищ для изгородного содержания оленей, все это вот, да, разработано.
поэтому, вот изучив, где хорошо, где плохо, я пришел к выводу, вот, хорошо, когда оленей не оставляют без человека. Ну, у вас тоже самое было раньше. Старики так охраняли. Мы здесь ездили, вот в Булунском районе, например, раньше зимой переедешь в бригаду, и ночью потеряешь дорогу, потому что везде следы. А тут ночной дежурный увидит, что тут люди плутуют, и ведет чуму. Вот такое было. Вот. Поэтому вот я написал требование, что в стаде, при стадном содержании пастухи стадо не должны оставлять без человека. Министр с этим согласился и подписал приказ. Давай по всей республике работать так, чтобы стадо без человека не оставлять, и каждый час пастбы управлять. Вот, например, бригадир сказал, давай ты, дорогой, сегодня по этой речке вон до той горы паси. А ты, боясь потерять, кружишь полземли только накормил. Что это значит? Это значит, ты вытоптал пастбища, оленей не докормил. 2 вредных дела сделал от того, что не выполнил задание бригадира. А бригадир знает, через столько дней кочуем, значит, этот участок можно сегодня в эту сутку съесть. Надо откормить. Сыроватскому удалось только в нашей республике добиться, чтобы правительство это признало в 2003 году. Вот фактически вся трудовая деятельность у него была потрачена на то, чтобы в нашей республике признали, в бригаде должно быть уже не 9 человек, а 13, в том числе 9 оленеводов и 4 чумработницы. 13 человек. 4 чумработницы. Причем чумработницы были, наконец, в нашей республике признаны по статусу равные оленеводов с одинаковой зарплатой. Только оленеводам платили за количество отработанных смен на охране стада, а чумработницы за календарные сутки. Но за календарные сутки они начали получать такую же зарплату, как и оленеводы. Я считаю, что это большое достижение, когда науке вообще удалось предложить что-то в практике, которое реально повлияло на состояние отрасли. Докторскую он защитил, пути совершенствования. Тогда он уже очень серьезно занимался вообще проблемами оленеводства, не только труда, но и экономики. Он получил признание, его работы признаны. Он считается, в России у нас считается одним из ведущих специалистов по своей отрасли. А кризиса выйти надо, как говорится, не искать, не пытаться делать деньги из денег. Деньги делать из денег сегодня пытаются, а деньги делать надо с товара. Производить продукцию надо. Люди, чтобы работали, производили товар, и они были бы самыми уважаемыми, самыми высокооплачиваемыми. А у нас сегодня высокооплачиваемый тот, кто деньги делает из денег. Иначе тот, который ворует. Оленеводов – это то, что он улучшит их социальную сферу. Вот это главное. Не забывал о росте производительности труда. И он это добился того, чтобы оленеводам в самые трудные года вообще по России, по республике назначили зарплату. Я даже со стороны это очень высоко ценю. Тогда было очень трудно, очень, можно сказать,
крайне трудно. Вот, вот этим назначением зарплаты оленеводам можно было бы даже, если громко сказать, то он спас, понимаешь, энную категорию людей, спас производство. Люди, имея хоть такую маленькую поддержку, остаться в оленеводстве и работать в стадах. Центром даем подарок о программах, о желании заниматься проблемами Арктики, где основной отраслью является оленеводство, а основной культурой являются носители циркумполярной культуры народы Севера. This is a present on behalf of Yakut group of scientists who are involved in study. И когда я впервые поступил в лабораторию, и сразу же начались командировки в северные районы, да, и как раз Дмитрий Иннокентьевич впервые он подробно рассказал, да, что нужно привезти, да, в каких условиях нужно быть, да, и какие работы нужно провести, как материалы, как взять, как получить, да, и как обращаться с домашними северными оленями и так далее. Но Дмитрия Иннокентьевича я помню человека крупного ученого в области именно оленеводства. Как раз крупные ученые и специалисты в области оленеводства в Российской Федерации числится совсем меньшее количество ученых. Да? Это доктора очень только единичные по оленеводству. И одним из крупных ученых по оленеводству считался Дмитрий Иннокентьевич Сыроватский. Да? Я как раз съездил вот в Санкт-Петербург, да, и в Москву, и как раз все специалисты, которые именно занимались в области оленеводства, они все были в курсе, да, по Дмитрию Иннокентьевичу, и труды, все научные статьи, да, работы все прекрасно знали Дмитрия Иннокентьевича. И самое главное, вот у Дмитрия Иннокентьевича среди производственников, да, среди работников, бригадиров оленеводческих хозяйств, те, которые в возрасте, да, все знают Дмитрия Иннокентьевича, в котором я побывал. У них как бы есть настольная книга, да, я всегда вот видел, а оказывается, вообще во многих хозяйствах я видел настольную книгу Дмитрия Иннокентьевича Сыроватского, это «Организация экономика оленеводческого производства». Да. Сейчас до сих пор идет работа, до сих пор идет, вспоминает про Дмитрия Иннокентьевича именно вот по крупному научному труду в организации экономика оленеводческого хозяйства. И он также до последнего года работал, да, не покладая сил, постоянно пытался что-то, например, центральной территории вот, Якутии, да, вот где-то в сторону Горного, на территории Горного, на территории Хангаласского, вот я помню, он пытался вот эти территории регистрировать как пастбище, да, пытался вот вести, то есть развести северных домашних оленей, да, то есть ну, где-то до 1500 поголовья он там так планировал до конца. Последнее время он пытался все равно, до последнего дня пытался все равно как-то вот этот вопрос поднимать на уровне не только правительства Республики Саха-Якутия, но на уровне Российской Федерации.
Высшим достижением развития Земли-матушки было появление человечества. Высшим достижением развития человечества – это мое рождение. Не любя, не уважая себя, нельзя любить и уважать остальных. Будем любить и уважать друг друга. За это. У нас лаборатория оленеводства была, и в этой лаборатории я была старшим научным сотрудником, и у нас большая тема одна была по оленеводству, которая финансировалась с федерального центра, то есть Новосибирска, и мы у нас заведующим он назначен в 2001 году. Но скажу, что тогда мы не думали, что он такой сам по себе, он человек очень энергичный, очень оптимистичным был, потому что, глядя на него, не скажешь, что человеку 70 лет скоро будет. Мы про возраст вообще не знали. Ну, тогда, видимо, молодые были. И в это время мы поехали, 2002 год, по-моему, в командировку Емяконский. У нас был тогда АПХ в Учугейске, мы поехали в командировку с ним в село Учугейское, дальше оленеводческие стада. Он как экономист и как социолог интересовался с работами, деятельностью ЧУМ-работницы, делал он хронометражи там в стаде. И мы ехали, я сейчас вспоминаю в настоящее время, да, очень удивляюсь, даже становится неудобно, что человек в таком возрасте, 70 лет, мы ехали на машине, потом на оленях, на санках, как говорится, да, и он с нами наравне ездил. Дмитрий Никитич по натуре, он очень культурный был человек и очень чутко понимал, как северный народ, традиционную отрасль севера, потому что он родом из Булонского области, поэтому он, как говорят в народе, кожей чувствовал проблемы традиционных отраслей севера. И когда я перешла в Минсельхоз в 2003 году, мы с ним работали ВКонтакте, потому что он разработал методические рекомендации, и мы ее внедряли. Потом в 2002 году приняли его по его методике. Как говорят в народе, пошла заработная плата стабильная с бюджета для оленеводов. Это тоже заслуга Дмитрия Никентьевича. И вот в том плане мы всегда говорили между собой, специалист оленеводства и племенного дела, его звали Аксакалом Севера. Я думаю, что от этого будет приятно его детям, его внукам, что и близким его родственникам, что у нас был очень крупный ученый. Может быть, это был человек в оленеводстве номер один ученый, один из таких экономик оленеводства, организации. Мой учитель, решетник Иван Савич, очень хорошо его уважал, ценил. Курилюк Александр Данилович о нем очень хорошо отзывался. Его все так воспринимали. Когда он начинал говорить, он всегда цифрами говорил, фактами говорил. И все уже молча слушали. И убеждал, и грамотно писал, и постановления, эти резолюции всегда были, надо сказать, грамотными. И для исполнения они были как-то для исполнения имели основу, практическую основу для исполнения. Потому что польза оленеводам и в то же время правительству выделяемые деньги шли на результативную работу. А сейчас забуксовало. Почему? Потому что денег мало, денег не хватает. А деньги на оленеводство почему не хватает? Потому что оленеводство, оно на рентабельное русло должно выходить. Значит, это фундамент развития оленеводства должен быть рыночным. Акционерная компания должна быть. Акционерная компания, где сами оленеводы в этой акционерной компании. Но для того, чтобы оленеводство стало акционерной компанией, это уже на базе то, что Сыроватский нам дал, на этом фундаменте надо еще дальше идти. И здесь труды Сыроватского, несомненно, они очень-очень фундаментальны и будут основой, и всегда они будут, потому что это труд человека героически
трудившегося ученого. Этот хронометраж провести, организации труда и оплаты труда все сформировать, это еще никто не сделал. Он пионер практически. И на этом фундаменте все это. И вот его сейчас труды надо использовать. Я думаю, что на его материалах уже и не раз будут защищаться кандидатские, докторские там. Но хотелось бы, чтобы полезно защищались. Не ради кандидатских степеней, не ради докторских, а для пользы оленеводства, для пользы наших оленеводов. Как это делал Дмитрий Иннокентьевич Сыроватский. Дмитрий Сыроватский – ученый-зоотехник, выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, ученик именитых российских ученых, доктор экономических наук, имея большой опыт практической работы от рядового специалиста-зоотехника до руководителя колхоза и крупного оленеводческого совхоза, главного специалиста Министерства сельского хозяйства и начальника отдела Госплана Якутской Республики, более 30 лет посвятил изучению организации оленеводческого производства, поискам мер его совершенствования. Имея свои оригинальные методики, автор первым сумел разработать научные основы организации оленеводческого производства, направленные не только на повышение эффективности оленеводства, но и на решение социальных проблем. Его труды, несомненно, будут вызывать большой интерес не только у молодых, но и у опытных специалистов, ученых, руководителей оленеводческих хозяйств. В восстановлении и возрождении этнообразующей отрасли Севера большую роль сыграют исследования Дмитрия Сыроватского. Таваны качыттары бу нетиһедин. Он то мен пенсиям дахаңа бар оржандал ба. Тага тирasta олоро. Деген бирийга тирasta, бирийга бакието. Ти бригадеттена, киетер бакиеттен дамача. Агая ки болландар бада баки боллага. Аныгыскы ас качылы такахан булуктагы. Агалылара. Уй бикито. Онтон галан бар якта. Онна бигалыктактар. Сап кичугай. Оттон таңас өттүнөн кайдакытны, айыңы таңас кыгы таңас. Каган тугул букытыны. Спештен вышевори. Ана майдар басалачу. Хапыкы. Сапкы ден о. Кыгы тербе.